Ну, а мы сейчас видим утешительную схватку между Арьяном Тютриным и Дмитрием Аксеновым. Один из победителей этой пары вечерней программы будет бороться за бронзовую медаль с Бальжанимаевым, с Алдаром Бальжанимаевым. И очень высока вероятность. Да, не будем забегать вперед, но, в общем, посмотрим бронзовый финал. И в бронзовом финале будет якутянин. И это тоже не может не радовать. Да, у нас сегодня в двух схватках будет бороться якутянин. Ну, если, конечно же, не удивит Исмаил Мусукаев и не выйдет в следующей схватке. Ну, скорее всего, нет, конечно. Да, ну, всякое может быть. Арьян Тютрин уже знает, что такое быть призером чемпионата России. В 2014 году дома он выиграл бронзовую медаль. И сейчас у него есть хорошая возможность, да? Да. Выиграл в первую схватку у Александра Рассадина. Далее проиграл Виктору Лебедеву. Сейчас борется опять же со своим Дмитрием Аксеновым. Ну а в бронзовом финале, если он выиграет у Дмитрия, может выйти на Алдара Бальжанимаева. Ну а Дмитрий Аксенов тоже, конечно, горит желанием попробовать себя в финале чемпионата России в решающей схватке. Посмотрим, кто окажется лучше на данный момент. Вот, как здорово сейчас прошел ноги Арьян Тютрин и заработал 1 балл. Первый балл в этой встрече на исходе второй минуты. В хорошей форме, да, Дмитрий Арьян Тютрин. Мы говорили о том, что много веса он не гоняет, он свеж. Энергия хоть отбавляй. И всего лишь его третья схватка в этот соревновательный день, которая может привести его к финалу, если еще раз скажу. Пока ведется счетом 1-0. Порядком задерживается, конечно, наша соревновательная программа. 3 часа была остановка. Ну и понятно, что спортсмены, которые выйдут в финал, тоже должны будут отдохнуть перед финалами. Как только закончатся все предварительные схватки и будут известны все имена всех финалистов, я думаю, что будет объявлен перерыв не менее 40 минут, а может и больше, да? Да, ну, по идее, по регламенту должен быть такой перерыв, но сейчас, я не знаю, сейчас уже время 19 часов вечера, и только определились финалисты, да? Ну, после утешительных схваток, наверное, будет небольшой перерыв, но этот перерыв уже будет небольшим. Соглашусь со Степаном, наверное, минут 40 дадут спортсменам. Борец синий трико Арьян Тютрин, Республика Саха. Арьяну 21 год, мастер спорта Российской Федерации. Борьбой занимается 10 лет под руководством Ивана Дмитриева. На Городце начинается утешительный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Магомед Гаджи Иман Шапиев, Санкт-Петербург, Кахабер Хубешкин, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Северная Осетия, Аман. Да, конечно же, и Аксенов, и Тютрин, когда проигрывали Виктору Лебедеву, понимали, что они будут бороться в утешительных схватках, потому что иного результата мы от Вити Лебедева не ждали. Обязательно должен был дойти до финала. Ну и дошел. Конечно, сейчас мы не будем рассуждать по этому поводу. Ну,
Сборная Дагестана снялась. В общем, не состоялась та схватка с Каджимуратом Рашидовым, которую мы ждали. Действительно, мы ждали, все ждали. И Лебедев ждал эту схватку. Но не состоялась эта схватка. Так что Виктор Лебедев в финале. Он прошел Алдара Пальджанимаева. Ну, теперь ребятам улыбнулся большой шанс, да, завоевать бронзовую медаль. Отбороться, выиграть. Отбороться друг с другом, а дальше надо выигрывать Алдара Пальджанимаева в бронзовой встрече. Очень спокойная борьба идет. Ребята очень хорошо знают друг друга. Остается минута. Попробует Аксенов что-нибудь предпринять. Ну, должен. 1 минута, да. И ему дается 30 секунд предупреждения на то, чтобы он активнее боролся и взял балл. Пытается пройти в ноги, не получается. У Дмитрия, да, весь перевязанный. Ариан Тютрин, боевые раны. «30 секунд» и... Тут был заступ, нет? Нет, 1 балл. Мне кажется, да, Ариану Тютрину 30 секунд отсчитали Аксенову. Предупреждение за неактивную борьбу. И 2-0 ведет Ариан Тютрин. 15 секунд остается. Аксенов почему-то не идет вперед. Не делает больших усилий. Но на самом деле это же шанс попасть в сборную команду России. Попадание в сборную команду России — это и выезды, и соревнования, и сборы. Вот, да, последняя атака. Ну, Ариан Тютрин вытерпел, дотерпел и со счетом 1-2 выиграл эту схватку. И выходит в бронзовый финал. И встретится он там с Алдаром Пальджанимаевым из Бурятии. Да, поздравляем Ариана Тютрина.